не было вообще денег, не было никакого капитала. Была старая машинка. Вот я начала перешивать старые куртки. В изготовлении сумок я использую материалы, которые не используются в изготовлении сумок. Все сумки, которые я делала, я всегда с самого начала делала с расчетом, что оставлю ли я себе такую сумку. Философия моего бренда кроется в названии Kill Today. Каждый день, который мы проживаем, его нужно прожить со смыслом. И я при помощи сумок и аксессуаров помогаю этот смысл обрести. Когда мне задавали вопрос в детстве, кем я хочу стать, я говорила, что хочу стать художником. Вот, то есть у меня вот была такая галочка в голове. Несмотря на то, что не скажу, что я очень хорошо рисовала. То есть, например, повторить что-то. То есть у меня очень хорошо было развито мышление, и я абстрактные картины рисовала скорее, чем какие-то натуралистичные, да. То есть не могла там срисовать красиво пейзаж или портрет. Вот, то есть у меня было очень развито воображение и именно вот это какая-то фантазия с детства. Вот. Но вот у меня не сложилось именно с изобразительным искусством. Вот. Поэтому я искала разные пути самовыражения, которые вообще заходили иногда в какие-то крайности. То есть я вот помню, в детстве все время что-то мастерила. Я вырезала из дерева лезвием спутник фигурки, выжигала под деревом, лепила. Я делала какие-то сумасшедшие картины из воска. И вот из этого, я думаю, все и вылилось. То есть это как бы было каким-то естественным процессом. Не сказать, что я прям вот училась там вот в какой-то профессии, очень отдельное творчество, да, потом вот решила все бросить и стать творческим человеком. Вот как бы эти замашки были с самого-самого раннего детства. Я думаю, что, скорее всего, конечно, на это повлияла какая-то и семейная ситуация. То есть то, что мне пришлось уходить в какой-то свой мир, не знаю, своих фантазий, да, ну, чтобы уйти от реальности. Вот. Возможно, повлияло ну, вообще какая-то общая обстановка и среда, в которой я росла. Вот, 90-е, вот, какая-то свобода. Мне было 6, и ей 7. Все начиналось с необычных нарядов, потому что в Минске ничего было не достать. Это все-таки начало 90-х, ничего не купить. То есть даже если у тебя есть деньги, это невозможно. И приходилось шить самим. Первое, что пошло, это, конечно, бабушкины сундуки мы разворошили. У меня был такой сундук на балконе. Мы из него доставали старые наряды, еще там военные, довоенные, все, что было. Какую-то синтетику уже 60-х годов, что покупали там родители, какие-то платья жуткие в цветочек. Ну и самое, конечно, то, что я помню, это мы сняли шторы на кухне. Нам подошли шторы под юбки, мы их сняли и сшили из них юбки. Ну, мама была недовольна, конечно. Первую сумку я, наверное, которую сшила, это был рюкзак из меха искусственного, вот. И я помню, что вот прямо иду по школе, и все такие смотрят, и где взяла? Я говорю, сама сшила. Вот, и потом еще, помню, подружки сшила такой же. Вот, и сумочку, помню, из меха, как-то вот из меха я шила. Я училась в музыкальной школе, поэтому у меня были инструменты, и когда мы встречались у меня дома, мы просто начинали импровизировать. Это было всегда что-то такое в стиле или рэп, или металл. То есть мы кричали речитативы. Это был ор такой, как бы стихотворный ор, голосом таким, как грув такой. Вот такое вот что-то. Кроме того, что мастачка, краязнавец, яна яшчэ і добра спявае. Вось, і яна стварыла разам са сваёй сяброўкай гурт, і называўся ён «Дубальтоўка». Ну, дубальтоўка, разумееце, гэта ружо, на рускам двухстволка, дубальтоўка. Ну, ім проста гэта назва іх зацікавіла. Ну, і яны ўдваіх, і вось выстралілі вось у гэты гурт. І яны выступалі, быў гурт «Дубальтоўка». Яны нават сябе дзесьці
у якім годзе не памятаю, кастинг праходзілі таленты краіны или якое, што нешта вот накшталт гэтага. А тое, што выступалі рознатэматычныя, там русальныя песні спявалі, гэта не просто песні попса, як гаворыцца зараз, так, гэта песні, которые аўтэнтычныя, некаторыя песні развучвалі, песни такие, которые вот народные песни спевали. Момент, когда я решила, что вот я не хочу заниматься вообще больше ничем, но это было в 2010 году. Вот. Потому что в 2009, когда я вот, уже начала прям делать сумки, и был бренд Kill Today, я еще тогда работала в Центре туризма и краеведения, вот, художником-оформителем. То есть у меня еще была работа, которую я вообще любила, очень любила там всех людей, которые там работали. Было классно, вот, потому что мы встречались, ну, по работе, получается, я соприкасалась с белорусской интеллигенцией, то есть там вот Юрий Жигамонт, например, там к нам приходил в гости, Эдуард Акулин, белорусский письменник. Нам патрэбны быў мастак для того, каб стварыць музей у нашай установе адукацыі. Музей гісторыі развіцця турызму і краязнаўства на Беларусі. Вось. І гэта можа дзесьці, ну, такі уже ад пачатку і до конца стварэння музея, гэта быў такі праект для Міланы першы, я так думаю, і, ну, і яна сябе праявіла не толькі як творчы менавіта мастак, так, а яна праявіла яшчэ як і такі музеязнаўца сябе, яна праявіла сябе як краязнаўца, яна унікала ва ўсе матэрыялы, якія павінны былі быць там прадстаўлены на экспазіцыі. Яна сама падбірала матэрыялы, яна сама рабіла вось гэтыя макеты. Я поняла просто, что мне не хватает на мое основное творчество, которое вот эту вот тему Skill Today, которую я хочу продвигать, вот, мне не хватает на это сил, вот, то есть уходят они на основную работу. Вот, потому что я еще тогда вела кружок в 91-й школе, это школа для детей с особенностями там слуха. Вот, я у них вела кружок декоративно-прикладного искусства, вот, и тоже просто на это уходило, ну, и силы уходили, и моральные, и вообще и творческие. Я уходила со слезами, потому что у нас там было очень классно. Вот Центр туризма и краеведения вообще это моя любовь. Яна займалася краязнаўствамі, цікава было гэта, цікава было бачыць, даведвацца, бачыць нашу гісторыка-культурную спадчыну Беларусі, і яна, маладая дзяўчына, у яе быў такі дыпломны праект, калі я не памыляюся, неаготыка Беларусі. Яна ездзіла па розных рэгіёнах нашай Беларусі, і неагатычныя культавыя забудовы яна здымала, і на основе гэтага зрабіла такі фільм. Это один из немногих людей, которых я знаю, который видит красоту просто во всем вокруг. Это может быть лужа, это может быть какой-то мох, камень, который странно лежит, и такая, о господи, это просто прекрасно. И при этом она может найти там какой-то тайный смысл, потому что они не просто лежат в таком порядке, а кто-то их туда положил, и, возможно, там были какие-то обряды. На то время, в общем-то, у меня не было вообще денег, ну, не было никакого капитала. Я вот получала зарплату, скажем так, учителя, ну, потому что я была оформлена как художник-оформитель и еще как руководитель вот, студии, кружка. И денег у меня не было, вот, не было у меня мастерской. Я жила вот, ну, в квартире, где, можно сказать, у меня была и мастерская, и комната, в которой я жила. То есть она была единым пространством. Вот. И у меня были, ну, старые кожаные куртки, на которых я тренировалась. Вот. У меня была машинка «Чайка», которая вообще, когда ко мне пришел первый раз мастер ее ремонтировать, он вообще просто не поверил, что я на ней сумки из кожи шью. Вот. Ну вот получилось у меня. Он говорит, типа, вы, наверное, с ней договорились. Я говорю, ну, конечно. Вот, то есть была старая машинка, ну, в общем-то, которая там, с 80-х годов у меня осталась. Вот. И вот я начала
перешивать эти старые куртки. Конечно же, куртки сами, они шьются не из цельных кусков кожи, а из небольших. То есть и сама форма куртки, ее конструкция, она мне подсказывала уже конструкцию будущей сумки. Вот. И все сумки получались необычными, они были... Каждая из них была уникальна. Повторить ее нельзя было, потому что там где-то карман, где-то потертость, вот швы, потом молнии какие-то необычные. Вот это все, оно как бы шло в ход. И вот эта первая коллекция, я до сих пор даже вот и горжусь ей. Вот. То есть нельзя сказать, что вот я начинала, и то, что я вот делала в начале, я не придаю этому значения и стыжусь этого. Вот нет, она хорошая. Я заметила вообще ее творчество еще до того, как я начала участвовать в маркете. И, не знаю... И так случилось, что мы познакомились на маркете, потому что для меня она тогда была звезда. И очень мне нравились ее сумки. На тот момент еще тоже разные аксессуары наделала. Были чокеры, насколько я помню, браслеты, то есть вот это. Это было вообще супер событие тогдашнего года, потому что у нас вообще не было подобных событий. И было собрано там буквально где-то порядка 30 дизайнеров. Это те, которые сейчас, я бы сказала, занимают лидирующую позицию на белорусском рынке. То есть это ребята, те, которые хорошо тогда уже что-то делали, и сейчас, конечно же, получили базу и продолжили. И Милана, как и я, в том числе была участником того маркета, и мы стояли с ней совсем близко, то есть, вот там же расположены как-то участники, это было так как-то, не знаю, какой-то лучик света, что ли, потому что я вообще не понимала, там, кто у нас там что делает, и мы познакомились с разными дизайнерами, и с Миланой в том числе, с Миланой мы сдружились и общаемся по сей день, и мы сейчас соседи, то есть наши шоурумы находятся рядом. Мой просветитель в тогдашний мир белорусской моды, потому что на самом деле, я знала коллег по цеху, но как-то мне не было с ними, что ли, интересно. То есть у нас не отвечало, наш уровень эстетства не совпадал. А с Миланой то, что мы считаем красиво и хорошо, у нас это равно, одинаково абсолютно. И тогда вот этим и запомнилась Мила, что мы смогли с ней вот с первой минуты говорить, как будто бы мы знакомы много лет. Сначала у меня был, когда прям вот Kill Today придумала, у меня был один логотип. Потом так получилось, что я обнаружила, что этот логотип использует единственный, который был, кроме меня, дизайнер сумок. Не именно этот, но похожий. Вот. И я поняла, что этот дизайнер, конечно же, не откажется от этого логотипа, потому что он работает уже с ним, и у него там клише, и все на этом завязано. Вот. И я вот думала над тем, какой вот символ или вот какой именно какой-то визуальный вот образ, который бы мне вот хотелось в виде логотипа использовать. Вот я придумала булавку, потому что вот всю жизнь, всю детство мама застегивает булавочку, вот, чтобы не сглазили. Вот. И мне этот посыл просто, вообще нравится. Я люблю всякие такие вещи использовать, то есть вкладывать какой-то смысл вот в то, что делаю, в какие-то материальные вещи, какой-то такой смысл духовный. Вот. И вот такой же смысл я вложила в логотип. Получается, что не сказать, что прям вот, чтобы не сглазили эта булавочка, но она несет с собой какой-то позитивный вот посыл. Видеть через темноту красоту — это тоже очень классная черта Миланы, в которой вот мне тоже очень откликается. Видеть красоту в тех вещах, которые другим людям покажутся некрасивыми. Вот. Отзывчивость. Тоже всегда можно положиться, можно всегда попросить о помощи. Вообще, чтобы шить сумки, нужно какую-то силу прикладывать. Это вообще не порезать там эту занавеску и из нее платье смастерить, да, легкое. То есть для того, чтобы сделать сумку, вообще, во-первых, нужно приложить и физическую силу. Вот. Еще нужно иметь какое-то пространственное мышление, потому что это, по сути, вот в институте, например, я очень ругалась на начертательную геометрию, которую мне пришлось изучать. Сумка для меня это как скульптура, наверное, какая-то все-таки. Вот. То есть это какая-то форма, которую я из ничего делаю что-то. Вот. То есть с шифоновым платьем вообще вот никогда не делала шифоновое платье.
Ну, просто это неинтересно мне, наверное. Вообще все как бы в моей жизни случайно. То есть я никогда, вот, например, я сама смотрю на свои сумки и удивляюсь вообще, что я это сделала, честно. Потому что, например, опять же, кто-то пытается повторить их, да, но получается ерунда, потому что нет этой гармонии. Вот, а эта гармония, она у меня какая-то внутри есть, да, ну, я это в сумках делаю неосознанно вообще. То есть вот эти вот миллиметры, которые там можно ошибиться, да, и получится вообще совсем другое. И как-то вот это все получается неосознанно у меня. Вот. Мне многие говорят, вот это видно, что вот Kill Today, несмотря на то, что там крылышки это или еще другая модель, то есть это видно. Вот. А почему это видно, вот не знаю. Милана для меня, она как муза. То есть вокруг нее какая аура, просто одним словом это невозможно выразить. Ну, сейчас мы друзья. Можно сказать, что мы все время сотрудничаем. Вот. Милана сейчас отдает мне как бы обрезки кожи, которые вот от сумок остается, и благодаря ей в какой-то момент тоже вот новое направление в моем творчестве, тоже не без ее, как скажем, помощи. Кожу я выбираю мучительно и долго. Выбираю, вообще кожу использую разную. Наверное, сейчас где-то из 4 источников, один из которых это белорусский завод Гатова, вот, с которым там я уже, слава богу, наладила контакт вот, с отделом маркетинга прекрасным. Также покупаю у частных лиц, которые возят итальянскую кожу, итальянскую, турецкую кожу. Вот. Как подкладку использую белорусскую кожу вот, в большом количестве. Я прихожу на склад, выбираю кожу. Да. Ну, сейчас я покупаю достаточно много кожи. Не так, как раньше, там, когда я приехала первый раз в Гатово и покупала кусочки, которые продавались на вес. И, конечно, меня там никто серьезно не воспринимал. Производство — это одно. Дизайнерские бренды, которые, особенно наши локальные, это совсем другая история. Да, у нас есть разный уровень дизайнеров. К сожалению, у нас в стране очень мало возможностей развития в плане того, что у нас нету темы меценатства какого-то. Ну, это так. Мы, если говорим по американским меркам, когда ты можешь найти себе инвестора там, или еще кого-то, кто поддержит твою идею, и ты можешь стартануть более масштабно, а не копаться в этой вот кучке маленькой, которой ты копаешься. И сейчас я могу сказать, что всего, чего добилась Милана, я и такого уровня, как мы, дизайнеры, это люди, которые сделали все сами. Self-made абсолютно Милана. И ну, я не особо знаю даже примеров, которые в Беларуси у нас таких девушек, ну, может быть, есть, я просто о них не знаю. Может быть, они еще не так популярны, не в моем окружении. Но она пашет вообще как лошадь, и это уже достойно уважения. Она не ждет никаких сюрпризов от жизни, никаких подачек. И на самом деле это большая редкость. Очень большая часть моего дохода, она сразу идет в оборот снова. То есть это как бы такой непрерывный процесс. Делаю ли я индивидуальные заказы? Нет, не делаю. Вот такие прям по картинкам. Если человек хочет, например, совместить какие-то 2 мои сумки, то мы с ним это обсуждаем. И если как бы, я считаю это приемлемым, то мы это делаем. Потому что тоже есть вещи, просто, которые человек сам себе придумал, но я лучше знаю, как это будет выглядеть в готовом варианте. Вот. Например, я не делаю крылышки на сумки больше А4 формата, потому что это непропорционально, ну и не выглядит изящно, скажем так. Милана очень выросла, прям вот сравнить то, что тогда она делала первую коллекцию, и то, что она делает сейчас, это совсем другой уровень и качества, и позиционирования, и я уже могу сказать, с точки зрения там бизнеса, это совсем тоже другая история. То есть тогда это было штучное ремесло, а сейчас это уже полноценный бренд. Милана когда-то делала все абсолютно одна. У нее не было там ни помощи, ни поддержки вообще ни на каком вообще этапе производства. Сейчас Милана уже воспитала себе нескольких учеников, которые помогают под ее руководством изготавливать сумочки и аксессуары, которые они делают. И это как бы очень большое дело, потому что
Если мы говорим про легкую промышленность, то есть то, что делаю я, мастеров еще можно найти, которые классно работают, да, то есть портных, каких-то еще там конструкторов. А в ее сфере ты должен научить человека сама. Вот сама села и научила. Наверное, съемки 4 прошло перед тем, как мы начали сотрудничать именно как помощница, руководитель. Вот, она мне просто на одной из съемок предложила поработать у нее, попробовать, получится у меня или нет. И вот уже 2-й год я работаю с ней вместе, помогаю ей помочь где-то, проконтролировать процесс изготовления сумки в плане того, чтобы она поступила к заказчику, сориентировать заказчика, сказать Милане там про какие-то мелочи, пожелания. Все думают почему-то то, что Милана очень такая строгая, злая, но на самом деле это не так. Она очень добрая, ну, конечно, в меру она требовательная, она бывает жесткая. Я делаю женские сумки, вот. Позиционирую себя как дизайнер женских аксессуаров и сумок. Но покупают у меня и портупеи, и сумки молодые люди. Что рассказать о них? Творческие личности, вот. Занимаются там, фотографией, стилист вот есть один. Делаю вот портупеи, это ремни, всем известные. Вот, делаю портупеи, потом различные аксессуары такого плана, как наручники, чокеры. Вот, это все такие больше, конечно, декоративные аксессуары. Вот. Ну, кто-то хочет их использовать как-то еще, вот, тоже есть способы применения. Вот. А есть еще кошельки небольшие, клатчи, да, там всякие комментарии по поводу там, что это такое? И такие, о! Последний у нас был показ, он был такой немножко нестандартный, это был перформанс на всем известной песочнице. Мы там делали такое шоу с музыкантом, с моделями, мы показывали коллекцию, но это было не просто дефиле, это была чайная церемония, то есть каждая модель выходила и делала какой-то этап чайной церемонии. И после уже у нас получился чайный напиток, которого мы выпили. Ну, как-то так, это было такое что-то нестандартное. Сейчас я вот, если хорошо так со стороны подумать, я даже не могу сказать, что есть ли какие-то аналоги подобных шоу. Я люблю природу, вот, всякую вообще, особенно белорусскую. Вот, люблю болото, да, вот, мне нравится. Люблю гулять в местах, где тихо, где никого нет. Стараюсь вот совместить то, что мне нравится. Горы, сумки, болото, вот, все вместе. Какие-то элементы из леса, которые вдохновляют и притягивают визуально, тактильно, Милана прекрасно использует в окружении себя. И не только для каких-то фоточек, но и в своем шоуруме, в мастерской она их приспосабливает. И атмосфера того, что вдохновения, какие-то воспоминания, которые вдохновляли ее в тот момент, когда она это увидела, они сопровождают зеркало. Я знаю, что она то ли купила его где-то на барахолке, то ли где-то нашла и просто покрасила, дала ему новую жизнь, то есть это было просто такое советское зеркало, оно покрасила черной краской, и оно уже выглядит как супер винтажное, что-то необычное, красивое. Вообще я фанат зеркал, вот, я очень люблю зеркала. Я вот сейчас переезжала на новую квартиру, я себе сделала зеркало, и такая думаю, вот себе сделала, может еще кому-то такое понравится. Вот, мне вообще нравятся очень элементы именно декора домашнего. И я не знаю, конечно, просто, опять же, как это совместить, например, с моей основной деятельностью, но может быть что-то, вот, например, зеркало, которое тоже я сделала там вот из подручных материалов, вот, тоже совместила как бы несовместимые вещи, и, мне нравится, и я знаю, что многим тоже, вот, кто приходит, тоже обращают внимание. Вот, но как это сделать в рамках Kill Today, пока не знаю, и вообще у меня мыслей очень много, но всегда это упирается в то, что все равно каждый день надо решать какие-то другие задачи, которые даже к творчеству иногда не имеют отношения, поэтому, может быть, если бы я
переложила какие-то свои обязанности на других людей, вот, я могла бы больше заняться творчеством, и появились бы какие-то новые направления в Kill Today. Девушка с характером, ну, очень тонкая, добрая, и то, что делает Мила, это просто очень мощно и волшебно. Философия моего бренда, она вообще кроется в названии Kill Today. Многие воспринимают его как в каком-то негативном ключе, что это убить, там вот слово убить видят первым. Вот. Но вообще оно значит, что каждый день, который мы проживаем, его нужно прожить со смыслом. Вот. И я при помощи сумок и аксессуаров помогаю этот смысл обрести.